Давай чаю, давай с нами чаю попьешь, а? Ну давай немножко. Давай. чая, давай. А все есть у меня, я укомплектовал. Серьезно говорю, я с Магадана его мечтал встретить, ехал частично и для того, чтобы ему пожать руку. Вот серьезно такая вот ситуация. Сегодня 4 июня, и мне повезло повстречать на своем пути в 40 километрах от Амуро-Забайкальской границы в сторону Забайкалья Александра, он же шаман, он же якут. Он выдвинулся уже месяц назад с Якутска, дабы очищать русскую землю от зла. Вот о чем мы с ним поговорили, смотрите. Все нормально. Всё, Блин, ну Саня, я тебе только удачи могу пожелать. Я тебе говорю, я тебе могу свой спальник отдать. Не-не, Вот, если спальник-то у меня есть, куда уже мне второй на? Да? Если только ты со мной Не, не у меня пойдёшь. просто хороший такой, хороший, но он легкий, Не, летний. у меня такой же хороший, летний. Мне просто хочется как-то тебе чем-то поспособствовать, Не, помочь. вот, не, поговорить это мой самое, вот Да. вот это интервью, вот это самая твоя главная помощь. У меня Больше подписчиков немного, ну вот у нас подписчиков немного, но все, что мы сможем сделать в распространении, мы как бы Да. поспособствуем. Да, пусть народ знает правду. Это, Вот. Потому что сейчас правда долго скрывается. Журналисты у нас трусливыми стали, ничего. Ты знаешь, не вот я тебе говорят. скажу, от тебя даже энергия мощная идет. То ли я сам себя настроил на это дело, но... А то все, ли и от тебя взаимно, прям и у энергия тебя идет. энергия, и у меня энергия, Да. и это совпадаем волнами, как на одной волне. Мне Вот нравится, это. знаешь, что понравилось? Именно твоя вот эта вот как как простота. Простота и вот, сказать, открытость, да, вот какая-то, да? Ну да. Вот мне вот это, наверное, вот тебе что мне понравилось. оттуда сверху идет, Бог, я же шаман, что природа, что Бог говорит, то и говорю. Это естественно, выходит это и все. Я их посланник, наверное, скорее всего. и Я в всё. Магадане узнал еще где-то, наверное, может, недели Ага. 3 назад, наверное, о тебе, да, что ты идешь. Ага, Вот. А мы как раз собирались ехать в Питер ага. на машине. Мгм. Вот. И я узнал о тебе, что ты идешь, думаю, блин, вот это дополнительный стимул, чтобы вот поехать, как бы, и пожать тебе руку. Думаю, ну если повезет, то я тебя встречу. И вот видишь, как получилось. Да, Я да. сегодня Маше говорю, вот мы вчера подвозили одного путешественника, он нам говорил, что ты уже где-то прошел Читу, уже где-то в районе Улан-Удэ должен быть. Нет, это может там другие путешественников видел. Я здесь. Нет, он про тебя говорил, Да. Саня, якут, шаман, да, вот как бы про тебя, то есть он тоже знает про тебя, идет там. Ну, перепутал расстояние, видать, Да, карты видать, местные. расстояние Да, попутался. да, отсюда до Читы 800 километров еще. Топай. Вот. Ну, я пройду его. К середине лета дойду до Читы, а там и до Байкала рукой подать. Все нормально будет. Ну, подвести я тебе не предлагаю, потому что у тебя смысл, Да, у меня всего этого смысл пройти. пройти все это. Если надо, с боями. Сопротивление будет, мы уже к бою готовы. Да, ну, С боями. За свободу надо бороться, а иначе Я не нельзя. знаю, как там насчет боев, но народ тебя поддерживает, Россия. Это как бы даже не обсуждается. Народ тебя поддерживает. Я смотрел комментарии смотрел, там практически даже вот эта вся вата, которая там, знаешь, путинская вата, вот эта вся, они то сидят в жопу языки засунули и молчат. Да, В лучшем да. случае, в худшем Да, случае. да. Либо пытаются что-то вставить, но такое, знаешь, нейтральное. Да. Вот Да, поэтому. потому что, видишь, народ сейчас это уже дальше терпеть некуда. Селяне особенно загнаны в угол уже. Да. Дальше некуда. Предприниматели тоже мы щас зажаты, ехали- все зажаты. Сейчас ехали по Якутии, ну что говорить, самая богатая республика, один из самых нищих народов. Что там говорить? Что говорить, но поэтому вот мужику простому остается только брать оружие. Все. Вот интеллигенция наша бедная митингует, пытается что-то говорить, там пытается, его дубинками бьют, разгоняют. Сколько митингов разугнано дубинками. Ну. Дети наши пытаются митинговать, разгоняют. Я не буду уже тебе рассказывать, как там, что у нас происходило, ну, магаданских людей много знает, что у нас там происходило. Это бедная наша интеллигенция, словами с ними пытается разговаривать. Теперь попробуй с мужиком с оружием поговорить. Посмотрим, кто кого разгонит. Сейчас мужик станет, оружие возьмет. Разгони попробуй. Посмотрим, тебя возьмет. Мы-то знаем, что мы возьмем свободу, добудем силой оружия. А дальше говорить будем. На коленях они будут стоять перед нами. Тогда и за правду будем говорить. А пока только силой только брать остается. Нет. Интеллигенцию же мы пример видим. Ее убивают, ее и гоняют, которые пытаются что-то организовать митинги, что-то правду сказать. Не, сейчас бедная интеллигенция, успокойся, я вот обращаюсь. Интеллигенция, успокойтесь, сейчас мужик берется за оружие. А потом и вам будет свобода.
Вот так. Ты вселяешь надежду. Да, вперед сейчас оружие пойдет, потому что бесполезно с этими властями мирно разговаривать. Интеллигенция этот пример подает, мирно сколько разговаривать. Его же и убивать уже начинают интеллигенцию всяких политиков, которые против власти убивают. Вот пример Немцова. Куда уж далеко ходить. Мужик пытался говорить мирно, тихо, спокойно. Взяли и убили. Слушай, ну тебе говорят, что да, у тебя такие довольно-таки серьезные просмотры уже в интернете. Говорят. Там уже сотнями тысяч исчисляется на некоторых каналах. Да, это каждому близко. Каждому вот это все. И налоги, и вот эту банковскую систему обязательно надо реформировать. Лидеры новые придут, надо обязательно. Это все налоги списать под ноль. Это несправедливые, кровавые деньги, которые нас загнали. Ну, о несправедливости в России можно говорить очень долго. И... Не, на этот раз мы свободу не упустим. Вот возьмет, мы уже сейчас люди образованные, не те, которые в 17 году не образованные, их обманули же потом, кинулись, обещали им свободу. Нет, сейчас мы свободу будем беречь. Силой оружия будем беречь, если надо будет. Мы свободу не упустим. Я сейчас не помню, кто сказал, по-моему, Эйнштейн, что ли, что однажды человек, почувствовав какую-то мощь, силу, он уже никогда ее не упустит. Или какое-то благо, в том числе, он никогда уже этого не упустит. И что сейчас происходит? Сейчас пытаются дали какое-то время это благо, и сейчас пытаются его забрать, там, ограничить свободу слова, там, да? Уже ограничили. Ну, ограничили, да. но все равно, это ж ты посмотри, интернет-то наоборот, получается, кипеть начинает. Пытается закрыть интернет там как-то, но это тоже все, это не в их силах, это... Потому что я еще... Шавки московские, они вообще ничего я не... еще Они слабые. С ребятами-программистами говорил, хакерами. Говорю, взломайте, если что, все их программы, народ же все может. Вот и народ все может, если что. Ихние запреты, доступы, все взломаем, свободу сделаем информации. Нечего там фильтровать, нечего закрывать рты всем. Не, есть у нас свои ребята, молодежь особенно. Вот, молодежь делает свое дело, они же потом будут жить. Для них свободу создаем. Конечно. Знаешь, что мне сейчас и больше нравится, что вот поколение сейчасшних выпускников, они мыслят уже по-другому, они уже более на правильном пути, на мой взгляд. Хотя, как правило, старшее поколение пытается их осудить, но, на мой взгляд, именно они на правильном пути. Вчера я с молодежью рассказывал, 5-6 парней, девушек ко мне подошли, местные, забайкальские. Митинг у нас состоялся такой. Вот они каждое мое слово ловили, каждое мое слово. Мы за народовластие, говорят, сразу. Если что, мы вперед идем, говорят. Вот молодежь какая у нас. Они все, вот это их народовластие есть самая настоящая демократия. Да. То есть, как бы, того, чего нету в России. Да. Вот они это уже понимают, чувствуют, берут. Это ихнее. Они чувствуют, что это ихнее будущее. Вот они готовы, настроены серьезно. Молодежь это самая наша передовая будущее. Поддерживаю тебя, нравится мне твоя открытость, прям вообще, прям позиция. Ну, что не шушукаешься, а вот так вот прямо заявляешь. Вперед, на весь интернет. Вперед надо идти, вперед. Надо будет бой, примем бой. С оружием мы эту свободу добьемся. Уже дальше вступать некуда. Ну а дальше пусть новый лидер распоряжается мудро, справедливо. А главное, он пусть эту добытую нам и свободу бережет. Вот его задача будет. Вот его задача. Они там обогащаться, что-то. Пусть он бережет в каждом селении, в каждом городе, в каждом человеке свободу эту, которую добыли. Мы кровью, может, даже добудем. Пусть бережет его. Вот лидер такой нужен, чтобы берег нашу свободу на многие тысячи лет вперед. Вот такие лидеры нам нужны. Не справится, другого поставим. Вот это и есть народовластие. Даже Конституцию поменяем, что самая главная власть в России это народное собрание. Слушай, вот. я вот знаешь, сейчас перебью тебя, я сейчас сижу и чуть-чуть как бы не могу поверить, что я с тобой так спокойно сижу, разговариваю. Потому что я смотрел тебя много роликов в Ютубе, вот, а тут раз я с тобой сижу и разговариваю, как бы даже это. Ничего. В общем, все будет хорошо, перемены уже грянули, вот все. Перемену космических эпох не остановить. Будет. Это все в прошлом. Как бы не сопротивлялось старое поколение, у которого засиглилось, что власть всегда это власть святая, вот эта власть. Один человек должен править. Это все в прошлом. Конечно. Это первобытный век. Да, это первобытный век. Царства разные, короли разные, это в прошлом. И вся эта шушера московская, они все это прекрасно понимают. И у них очень серьезные институты, лобби там по продвижению вот этой вот первобытного века. Они продвигают этот первобытный век намеренно, удерживают. Они прекрасно все знают. И все дети же учатся в Европе. Они все прекрасно понимают. Святость власти, святость элиты, это в прошлом.
Народовластие грядет. Народ, Нормально темноватый в России, но как бы они продолжают его в образовываться начинаем мы уже. народ всё, начинает да, образовываться, да, безусловно. Да, уже понимают, что это свобода, это самое дорогое, Ну, что есть на свете. достаточно понять, что тебя очень много людей поддерживает в интернете, это уже дает осознание, что народ образовывается. Что Конечно, начинает понимать, образовывается. что пока один человек не начнет делать, пока каждый не начнет делать, ничего не получится. Вот как бы ты являешься Вот, примером. да, я вот начал, и все это движение пойдет как импульс по Знаешь, воде. Пойдет. много всяких версий там звучало, что с тобой произойдет, что сейчас тебя убьют, там еще это. Мои предположения были, что сейчас там что-то как-то подстроят, что там или типа машина собьет, или еще что-то такое. Но Человек предполагает, Бог располагает. да, Вера очень сильная версий вещь. очень много будет, и я так понимаю, чем дальше от истины, тем будет больше версий. Но как вот я сейчас вижу, ты просто один идешь по дороге, время там, сколько сейчас, 8:30 утра, да? Да. Вот ты один просто идешь по безлюдной дороге и спокойно, вот, народ останавливается, тебе бикает. Слушай, Сань, палатка тебе нужна? У меня все есть. Одноместная. У меня есть одноместная легкая Не, я шаман, я в юрте должен. Это обычай. По палатке нельзя мне жить. Палатка. Это обычай. У меня юрта, вот как в юрте, так, как предки жили, так я и должен жить. Был бы я обычный человек, турист, я бы и в палатке. Мне неохота тебя отпускать с пустыми руками. Мне хочется как-то поспособствовать. Не, начинаниям. ты очень мне помог, вот, взяв интервью, угостив чаем, вот этого мне К достаточно. сожалению, видишь, беда в том, что у меня немного подписчиков. Я бы с удовольствием бы распространил тебя максимум, где я только смог бы, но Ну, я это мы и сделаю. постараемся. Я это сделаю, да, максимально. Максимально постарайтесь, да, все препятствия обойдите. Хакерами будьте, народными хакерами, да. Они здорово там следят в интернете, тоже сидят. Будем, знаешь, что те еще надеяться. волки сидят. Будем надеяться, что подхватит какое-нибудь видео, это подхватит какой-нибудь блогер, а это, скорее всего, так, может быть, и получится. И Ну, я оно призываю, получит вот, огласку. пользуясь, призываю всех молодых хакеров за народ становиться. Сейчас время пришло не бездельничать там и всяко разное, и не из-за приколов там хакерствовать. Нет, за народ хакерствуйте, за народ. И тогда все ваши способности это будут. Ну, по большому счету оно так и есть, потому что народ за интернет, а власть За против свободу интернета слова. и против хакеров, соответственно. Да. Все их программы взламывайте, свободу слова давайте. Вот ваша борьба. Вот ваша, как говорится, матрица. Вот фильм «Матрица» смотрели, вот это делайте. Раскрывайте глаза народу. Вот это ваша борьба, вот это ваш вклад будет молодым хакерам. Вот все ваши способности, да, все ваши способности за свободу. Свобода это и ваши, и наши. Это все. Это вселенский закон. Хорошо, что. Давайте. Все, пойду Спасибо. я. Дальше спасибо за интервью.